Шампанское. Как много в этом слове сказки. Как много в этом слове страсть. Всего один глоток. Пьянее вся душа. Не чокаясь. На брудершафт. О, добрый вечер. Ой, а что ты здесь делаешь? Что я здесь делаю? Это ты здесь что делаешь? Просто на самом деле это не то, что вы имеете в виду. Ох, боже мой. А ну еще не разговаривай. Нет, я... Спасибо, Бержан, что помог. Я вашу семью разрушил, а вы мне за это благодарите. Да моя семья уже давно была разрушена. А ты мне просто помог развестись с той, с которой я даже давно уже не разговариваю. О, моя сладенькая, моя рыбочка уйдет, поцелую. Сейчас подойду, подожди. А это еще плюс $100. Ай, красавчик. Держи. Ты ж сам просил. Сделай так, чтобы все поверили. Играть нужно глазами, а не руками. Ну ничего, до свадьбы заживем. Пишите здесь, пожалуйста. Угу. И вот здесь. А еще, если можно, подпишите здесь, пожалуйста. Я ваша большая поклонница. Конечно. Зарине на память. Спасибо большое. А это ваш экземпляр. Спасибо вам большое. Теперь я буду любоваться роскошными видами Астаны уже из своей собственной квартиры. Ну, уже Нур-Султан. Алло, Дима, здравствуйте. Здравствуйте, Габит. А я уже мы все подписали. Теперь я собственница квартиры от компании G-Park. Я вас поздравляю. Я, в свою очередь, тоже очень рад, что в наших домах будут проживать такие люди, как и вы. Спасибо большое. Прям рекламный ролик. Я только уже ухожу. Я вас провожу. Давайте. Зарина, останьтесь, пожалуйста, у меня очень ответственный разговор. Опять ответственный разговор. Я смотрю, у вас Зарина специально для ответственных разговоров. Такая у вас молодец. Спасибо вам большое. До свидания. О, да. Я даже не знаю, что это делать без моей Зариночки. Она вам рассказала что-то про наш международный тендер? Скромница. Наша компания будет участвовать в международном тендере на круизном лайнере Коста де Адема. Еще 10 тонн не хватает. Помнишь эти серьги? Ты в детстве всегда находила их, куда бы ни прятала. Потом надевала, долго красовалась перед зеркалом. Мне было 19 лет, когда их мне подарила мама. А маме было 16, когда их ей подарила бабушка. А бабушке они достались вообще в 13 лет. Так что больше 10 поколений эти украшения передаются от матери к дочери, из рук в руки. А точнее, из ух в ухи. Ты даже не представляешь, как быстро настанет день, когда ты их подаришь своей дочери. А что, если у меня будут одни мальчики? Ничего страшного. Ты их подаришь невесте своего старшего сына. Так, девочки, ну-ка, хватит болтать. Смотрим в объектив. Зарина, не улыбайся. Все-таки замуж выходишь. Ну, папа! Слушай, а может быть, на свадебном торте сделаем вот эту? А что? Ага. И там же на торте будет эта лавочка, и мы будем точно так же на ней сидеть, да? А что? Мне кажется, классная идея. Тогда хотя бы торт с меня. Жан, ну мы же закрыли эту тему. Я же сказал, что все буду делать сам. Для меня принципиально, это важно. Просто ты слишком много переживаешь по поводу свадьбы.
Да вообще-то я переживаю только из-за одного. То, что на нашей свадьбе не будет моих родителей. Да, из родственников тоже некого пригласить. Отца вообще не помню. Мама спит дома. Кстати, мама. Подожди. Можешь пристать? Так. Теперь закрой глаза или повернись. А лучше и то, и другое. Так, глаза не открываем. Повернись и открывай глаза. Что это, Ержан? Ну, мы как бы друг друга очень давно знаем, да? Давно уже вместе. И если я буду делать тебе предложение, ну, как-то особо такого эффекта нету в этом. Но свадьба без предложения — это тоже все равно, что вау без эффекта вау, да? И... Короче, Зарина, Жармсон, выйдешь, согласна выйти за меня замуж? Давно, согласна уже. Рахмежан, ты видишь, я тебя сделаю самый счастливый. Самый счастливый. Самый счастливый. Честное слово. Что это? Сейчас, минутку. Алло, Алло? Здравствуй, Ержан. А кто это? да, Габит. Алло, Зарин, ты слышишь меня? Какой Артур? Артур Карагандинский. Что ж ты, Артур Карагандинский? Для меня ты просто муж. Что ты мне сделаешь? Закопаешь в цепи? Я уже всех предупредила. Но если что со мной случится, это будет делом рук твоего мужа. Я не дам тебе спокойно жить, пока не разблокируют твою банковскую карту. Ты меня понял, сволочь? Слышишь? Слышал? Ага. Вот такая женщина. Кровь мою пьет. Давление поднимает, видал? Все перепробовал. Ничего не прокатывает. Она хочет довести меня до развода и по имуществу отсудить. Закон на стороне женщины. Ты же сам знаешь. В общем, ты моя последняя надежда, Ержан. Я все понимаю, Артур Балович. Огромное спасибо за ваше доверие. Просто сейчас я эти... Прости, дорогой, я тебе, кажется, перебил, да? Что ты говоришь? Я хотел сказать, что... давайте я домой съезжу, подумаю. Это всё. правильно. Как? Надо подумать. Подумай, да. Да, ты спешить не Подумай. надо, надо подумать, да. Сэм! Вот здесь 10 тысяч долларов. Реши мою проблему. Я что-нибудь придумаю. Молодец. Там даже ЖК привезли. Ну, Женчик, давай, Жень. Давай. Ты звони, если что, звони сразу. Что? Касым тебя довезет. Я сам... Не-не-не, он довезет. Ну и где же ты пропадал-то, а? Артур, я прошу тебя, не Где надо. ж ты ходил, Я прошу подлец? тебя, Артур, я все верну. У меня жена, дети. Думал, где же он ходит, а? Доброй ночи всем. Вообще-то у нас добрый день. Так, ну ясно, знакомься. Это юный и очень перспективный мост нашей компании Зарина. Моя советница и сестренка по совместительству. Это Самат, наш представитель в Америке. С ними буду участвовать вместе в тендере. Тоже очень перспективный молодой человек. Очень приятно познакомиться. Я знаю, что именно благодаря вам нашу компанию отобрали в число участников тендера. Жаль, что вы сами не сможете с нами поехать, ведь это лично ваша заслуга. Спасибо. Так, ну что, начнем? Да, давайте начнем. Давай, присаживайся и рассказывай. Итак, друзья, наверняка многие участники тендера будут говорить о высокотехнологичных и наукоемких видах стройматериалов. Поэтому я предлагаю не изобретать велосипед, а пойти старым и проверенным способом. Мы будем продвигать кирпич. Кирпич как один из самых старых и проверенных стройматериалов.
У меня есть план. Секундочку. Да, Султанжан Малижанович. Да, здравствуйте. Все хорошо, спасибо. Как вы? Да, понял. Сейчас как-то не совсем удобно. Хорошо. Хорошо, я буду. Сейчас я буду. Ребят, я извиняюсь, тут накладка небольшая получилась, меня министерство вызывают. Давайте так, вы продолжайте, я чуть попозже подъеду и с Зариной пробегусь по нюансам. Хорошо? Да. Хорошо. Кто это? А это по работе. Пожалуйста, номер 208. Сейчас. Приятного отдыха. Спасибо. Где он? Они поделились номер, надо узнать, какой именно. Пойдем. Здравствуйте. Добро пожаловать в наш отель. Вы хотели снять номер? Нет, мы хотим узнать номера, который снял у вас парень под фамилией Досмаилов. Простите за тавтологию, но номеров наших клиентов мы не разглашаем. Это правило конфиденциальности. Что? Да вы знаете, что вы создаете идеальные условия для измен? Спасибо. Это основа гостиничного бизнеса. Вы что, издеваетесь над нами? Боже упаси, ни в коем случае. Алло? Хорошо. Простите, дамы, меня вызывают. Ладно, Алина, все, пойдем отсюда. Подожди, никуда мы не пойдем, пока ты не увидишь все своими глазами. До свидания. Всего доброго. Ну-ка, пойдем-ка. Добрый день, вы хотели снять номер? Руфина, здравствуйте. Нам очень нужна ваша помощь. Вот эта девушка, она моя лучшая подруга, понимаете? У нее свадьба на носу с парнем, который только что снял у вас номер с какой-то женщиной и, возможно, кувыркается с ней в постели. Нам срочно нужно попасть в их номер. Можете нам помочь? Вы что, с ума сошли? За кого вы меня принимаете? Такие вопросы еще задаете. Конечно, помогу. Таких парней кастрировать надо? Да. Так, в общем, заходим ровно через 5 минут. Поднимаемся на второй этаж, номер 208. А, кстати, ни в коем случае по лицу не бить. Все что угодно, куда хотите, но не по лицу. Жду. Да-да. Ваше шампанское со льдом. Прошу, можете сюда поставить. Алина? Зарина? Милый, я готова. А что здесь происходит? Кто эти малолетки, Камаль? Сейчас. Слушай, Зарина, я тебе все могу объяснить, просто это, по идее, все. Я тебе вообще не изменял. И решил сегодня исправить эту ситуацию, да? И сегодня, и сейчас ничего не будет. Простите, что помешала? Слушай, я тебе могу все это объяснить, но это правда тебе может не понравиться. Достаточно, вообще. хватит. Подожди, Зарина, ну просто выслушай меня. Просто выслушай. Это все неправда. Это спектакль. Я занимаюсь тем, что развожу несчастные семьи. За деньги. Чего? Уважаемая, я вам чуть попозже все объясню. Нормально. Слушай, ну как бы тебе объяснить? Короче, ситуация такая. Сейчас через эту дверь, через которую вы вошли, зайдет муж, мужчина этой женщины, который станет свидетелем того, что мы как бы вместе... Ну, в смысле не вместе, а она изменяла... В смысле не изменяла, она как бы якобы собиралась изменять со мной. Но этого не будет, вообще не будет. Что ты несешь, Ержан? Ты себя вообще слышишь? Зарина, ну ты знаешь, что я тебя очень сильно люблю и что все ради нашего счастья. Всегда знал, что ты подлец, Камаль. Камаль ни за что бы не подумала, что ты Эржан. Ну, здравствуйте, голубки. Азамат? Зарин, не знаю, как тебе сказать, но, к сожалению, не смогу поехать на тендер. Доверили большой проект. Как ты считаешь, Самат сам сможет справиться? Алло,
Алло, Зарин. Я поеду вместо тебя. Как ты поедешь? У тебя же свадьба. Свадьбы не будет. Как не будет? Я поеду на Алло, алло. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet, and you won't ever be alone. Wait for me to come home. Loving can heal, loving can mend your soul. Алина! Алин, привет. Как дела? Привет, Камаль. Не рада тебя видеть, ужасно выглядишь. Слушай, мне твоя помощь нужна, я Зарину найти не могу. Ты для нее умер. Ержана больше не существует, Камаль. Ну, просто я с ума схожу, мне с ней поговорить надо. Не о чем мне с тобой разговаривать. Ладно, Ержан, неприятно было с тобой поболтать, мне пора ехать. Слушай, ну, я прекрасно понимаю, что ты ее близкая подруга, но я тебя просто по-человечески прошу. Скажи мне, где она? Скажи мне, где она? Ты никуда не поедешь, пока не скажешь, где Зарина. Отойди с дороги, придурок. Давай, проезжай. Ты же у нас смелая девчонка, да? Верная подружка. Ну не видишь, мне больно. Просто скажи, где она? Значит, боли боишься, да? Ну тогда я тебе скажу, где Зарина. Она сейчас по пути в аэропорт едет в Европу на круиз. И не одна, а с мужчиной. Богатый, умный, в отличие от тебя. И я уверена, у них все получится. А теперь пошел с дороги, Камаль. Зарина! Вы можете мне в зал ожидания пропустить? Там моя девушка улетает. И она, возможно, улетает на всю жизнь. Навсегда. И вы меня поймите, я не могу без нее жить. Я пару фраз ей скажу, что я люблю, и все. Вы, если вы меня сопроводите или наденете наручники, я просто ей скажу, что люблю, и все. Ваш билет, молодой человек. Она, я... Билет. Проходите, присаживайтесь. Сейчас придет специалист и все вам подробно расскажет. Вам чай или кофе? Да. Да, кофе или да чай? Хорошо. Здравствуйте. Это тебе от Камаля, Эржан. Да. Салам, братишка. Что там насчет моего заказа? А я решил не делать этого. А вот вам советую не разрушать семью, а лучше построить. Ведь у нас как? Разрушить очень легко, а создать порой невозможно. В общем, я отказываюсь от вашего заказа. Нет, Че, герой? Я сделаю. Допрыгался? Я все сделал. Ты вообще меня расстраиваешь? Ты же обманул меня, сука! Ты мне скажи, Ержанчик, вот что. Кто ж тебя, падлу, такую научил так с людьми поступать порядочными, а? Я вас очень прошу, я выполню, просто... Прощай, Ержанчик. Алло, алло, ты отказываешься от заказа? Нет, я не отказываюсь от заказа. Ты что, бухой, что ли? Нет, я... Тогда в чем дело? Почему до сих пор не начал? Я... Просто здесь такое срочное дело вышло, я...
Шенген хотел визу открыть, и поэтому не получилось. Какая виза, Ержан? Ты никуда не улетишь, пока не сделаешь дело, понял меня? Нет, вы меня не так поняли. Я же не себе, я хотел другу открыть визу Шенген, и вот помочь хотел другу. А, ну так бы и сказал, а то мычишь там непонятно. Значит, слушай меня. К тебе пришлют номер телефона. Позвонишь по этому номеру, скажешь от меня. Они все сделают. Отправят твоего друга на Луну, если надо будет. Давай, Ержан, на скоряк, не тяни с моей курицей. До свидания. Алло, слушай. Здравствуйте. Здравствуйте. Я от Артура. От Артура Карганицкого. Самат? Здравствуйте, Зарина. Я очень рад еще раз познакомиться с мозгом строительной компании G-Park, на этот раз вживую. Вы же вроде не планировали участвовать в тендере. Что случилось? Да так, обстоятельства так сложились. В таком случае я очень рад этим обстоятельствам, потому что мы с вами вместе выиграем этот тендер. Спасибо. Можем переходить на «ты». Если только вы первый скажете «ты». Ну что ж, тогда пойдем? Те. Пойдем те? Как доехали? Все нормально. Безвизовый режим. В Европу с помощью пищевой фольги. Изобретатель хренов. Ох уж эти русские. Не успели оказаться на лайнере, уже пьяные. Знаешь, сейчас он начнет кричать название своего города. Я знаю этих русских. Да вы уже достали. С чего вы взяли, что он русский? Он вообще азиат. Только взгляните на его глаза. Так ты подразумеваешь, то, что он азиат, он не может быть русским? Мой друг, это у вас в Цирюхе, если ты Джефферсон, ты швейцарец. А в России, даже если ты будешь Архипом, с таким лицом, все равно русским не станешь. Да ладно. Здравствуйте, сэр. Вам чем-нибудь помочь? Ты посмотри в багажном отсеке, а я отведу в санчасть. С ним сейчас бесполезно разговаривать. Пойдем, родненький. Ты ж больно на наших смахиваешь. Голова тошнит? Глаза не мешают? Он не понимает, по-моему. По-вашему, даже я не понимаю. Может, он глухонемой? Этого не может быть. Почему? Не знаю. Доктор, извините, мне нужно поговорить с ним. Откройте рот.
Доктор, нам надо забрать его с собой. Я еще не закончил осмотр. Он в полном порядке, не волнуйтесь. Доктор, пожалуйста, не отпускайте меня. Вот сейчас мне сердце болит. У меня очень болит сердце. Пожалуйста, не отпускайте. Я же говорил, он не глухонемой. Я же говорил, он из наших. Стоять! Эй! Стоп! Стоп! Ты смотри здесь, а я пошел осматривать коридор. Мне кажется, эти цветы на твоей голове гораздо красивее смотрятся. Нечестно, их же подарили тебе. Нет, здесь все честно. Браво! Дамы и господа, встречаем легендарную группу «Мама Диско Дэнс». Подожди секунду, я ненадолго отойду. Это тебе. Спасибо. А ты быстро мне нашла замену, да? Че смотришь? Не узнаешь? Или я так сильно изменился? Ержан? Да, Ержан. Что ты тут делаешь? Что делаешь? Вот, танцуй, что не видно, что ли? Перо танцую. Я нашел его. Потом поговорим. Кто это был? Да так, песни из прошлой жизни. Эй, там! Внимание, внимание! Нелегал только что прыгнул за борт. Как поняли, человек за бортом. Говорил же тебе, что он русский. Китаец никогда бы не прыгнул в океан. Давай, пошли. Это было гениально! Я все снял, YouTube выложил! Ты что, меня снимал? Да? О! Ты кто такой? One moment!
Mama the one! Слушай, YouTube! Понимаешь, YouTube я снял! я тебе 20 секунд даю, чтобы ты вообще рассказал, кто ты и что делал. Жашикенов Давлет Ширикович! Давай без всяких вот этих, нормально разговаривай. Извини, павлодарский акцент, знаешь, всех с ума сводит. Прости, братан. Вот я снимаю авторское кино от Азии Так. до Европы 100 гигабайт в час. Понимаешь, я хочу сделать свой полнометражный фильм. Я режиссер, и тем более я казак, понимаешь? Серьезно? Че, не похож? Я тебе про видео говорю, которое в YouTube выложил. Абсолютно серьезно, конечно, вот. 70 тысяч просмотров за 15 минут, ты представляешь? Да-да-да. Что будет за неделю? Молодец, хорошо. Удали теперь. Вот это? Ты чё, с ума сошел? Я тебе удали, сказал, видео. Я не удалю его. Это, между прочим, мой первый успех в моей жизни, понимаешь? Давай телефон. Я не отдам. Телефон не давай. отдам, не отдам, Давай не отдам. телефон. Я буду Телефон, кричать. давай телефон. Помоги мне, блядь, помоги! Да ладно, что ты кричишь? Нужен мне твой телефон. Слушай, ладно, не обижайся. Хорошее видео получилось. Только это... Ты ситуацию просто не понимаешь. Не светиться здесь нельзя. Ержан меня зовут, я тоже из Казахстана. По-братски прошу. Удали видео, а? 70 тысяч просмотров за один клик не удалишь. Уже половина скачала это видео, понимаешь? Ты звезда, Ержан. Смирись с этим и помирись со мной. Да пошел ты! Я нашел своего героя. Good evening. My name's Edward Smith. I'm the captain of this ship. I apologize for the interruption, but I need to ask the lady a question about an incident last night. Он говорит: «Добрый день, я капитан корабля», и хочет пару вопросов задать о вчерашнем инциденте. Хорошо. Окей. I'm interested in the young man who came up to you at the bar last night. He's on the ship illegally, and we need to know who he is. Он спрашивает про того парня, который подходил к тебе в ресторане. Кто он? Он сволочь, подонок и мерзавец, если вы хотите знать. He betrayed her, if you wanna know. Кобель. Subless? Проститутка. Womanizer. Да чтобы он сдох! He's just confirmed. Капитан, к сожалению, мы не смогли поймать беглеца. Он прыгнул за борт в океан на быстром ходу корабля. Он говорит, что он утонул, а они не смогли его спасти. Водолазы немедленно были спущены на воду. Они искали его, но не нашли. Вот то, что от него осталось, капитан. Это все, что от него осталось. I know he was a friend of yours. I'm sorry. But you heard for yourself. We did everything we could. Судя по вашему состоянию, этот человек был для вас близким, но мы все возможное сделали, но мы сейчас должны дальше отплывать. Раньше то, что вы идиоты, знали только мы. Теперь об этом знает весь мир. Внимание, внимание, человек за бортом, немедленно спустить водолазов. Зато водолазы отработали свои деньги, а то ни разу, сколько здесь не нахожусь, не видел, как они работают. Это нормально. Ходят только жрут и ржут. Вы это видели? Теперь весь мир знает, что у нас на лайнере работают два идиота. Немедленно отыщите его. И скажите мисс Дауреновне, что ее любимый жив и здоров. Да, сэр. Слава, пацаны. Есть важная информация про того парня, которого вы заказали. Его убили? Нет, не про того, про Эржана. Рассказывай. Вот посмотрите вот это видео. Он сейчас находится на круизном лайнере Коста Диадема. Мне кажется, он вас кинул. Смелый ты парниша, Ержанчик. Значит так,
Берешь парней, доставляешь его сюда немедленно. Вы же знаете, я же не выездной. У меня условно. Кто из вас может взять Шенген? Касым? Ага, я же в розыске. Даурен? У меня же все цель. Абу! Абу! Алло. Шенген можешь взять? Я ж только откинулся, ага. Откуда мне эти понты? Да и зачем мне Шенген? Мне Шенген там на он дай хватает. Я могу поехать. Отправьте меня. Пожалуйста. Я его достану, я его убью. Я закопаю, я его зубами загрызу, ага. Отправьте меня. Пожалуйста. Пожалуйста, отправьте. Ну вот и закончился сегодняшний день, друзья. Завтра будет новый. Посмотрим, что нам принесет этот новый прекрасный день. Ну а пока, всем спокойной ночи, друзья. Пока! Добрый день! Всем вновь прибывшим добро пожаловать на наш лайнер Коста де Адема. Мы прибыли в порт итальянского города Савонна. Сегодня погода хорошая, солнечная, температура воздуха 25 градусов выше нуля. К сведению пассажиров, уходящих на экскурсии по городу, наш лайнер отчаливает в 18:00. Кстати, хорошо, что ты пришел. Я хотела попросить тебя заняться тендером самому. Я, наверное, сойду с круиза. Мне нужно будет найти тело Ершада, если это вообще возможно. В любом случае вернуться в Казахстан, организовать похороны. Ты же знаешь, у него никого не было, кроме меня. Мне очень жаль, что так произошло. Даже не знаю, что сказать. Ты права, так и нужно сделать. Но сегодня первый этап тендера самый важный. Не хочу показаться эгоистом, но я без тебя не справлюсь. Может, все-таки вместе выступим? А потом я тебя провожу в аэропорт. Дальше как-нибудь сам. Хорошо, давай так и сделаем. Тогда я переоденусь. Буду ждать тебя на пирсе. Ты что ли? Да я. Че ты прям сразу? Давай потом поговорим, я спать хочу. Ты как меня нашел? Как нашел, говори мне. Я следил за тобой. Кстати, твой ролик. Че я говорю? Мой ролик за ночь набрал 1 миллион просмотров. Чего? Теперь ты работаешь на меня. Я твой продюсер. Че ты гонишь вообще? Че за бред несешь? Ты теперь не просто популярный, ты мега популярный. Твое фото везде по лайнеру висит. Какое фото? Вот такое вот. Не очень приятное. Ты в розыске же, понимаешь? Твой успех — это только начало. Ничего мне делать теперь? Для начала мне скажи, почему вокруг тебя такая шумиха? Что ты тут делаешь? Девушку я свою ищу. Найти надо. И все? Да ладно, я помогу тебе, Ержан. Че ты? Да? Ну, если ты согласишься сыграть в моем фильме. Да пошел ты со своим фильмом. Что ты мне его постоянно пихаешь? Сам найду. Ах так? Ержан, ты знай, во-первых, ты один, а этот лайнер, он как весь левый берег Астаны.
Во-вторых, тебя все ищут, а я тебя сдам. В-третьих, как только ты выйдешь за пределы этой комнаты, тебя поймают и депортируют обратно в Караганду. Почему в Караганду? Ну или в Астану, как хочешь. Я тебе нужен, Ержан. Ладно, снимусь я в твоем этом гребаном фильме. Но при одном условии. Ты будешь делать то, что я тебе сказал, понял? Заметано. Значит, если заметно, смотри. В общем, вот ее фотография. Ну и рожа у тебя тут, а? Ты на нее смотри, а? Тоже мне нашел здесь Брэд Питт. Пойдем искать. Подожди. Ничего не понял, что ли? Вот эту вот прекрасную азиатскую физиономию мечтает поймать и обезвредить доблестная служба безопасности нашего лайнера. Привет. Привет. Это тебе от меня подарок. Спасибо. В Италии нельзя ходить без головного убора. Солнце Италии, как итальянцы, темпераментное и жгучее. Очень красивая шляпа. Тебе идет? Спасибо. Ну, пойдем? Пойдем. А ты про него не рассказывал мне? Да я и сам не знаю про него ни особо. А ты знаешь, тебе идет этот прикид? Давай, Авраам, беги за своей Сарой. Блин, вот ни пруха, ни пера, а. Чё? Да камеру не успел зарядить. Слушай, мне реально интересно, куда они направляются, а? Ты иди, я догоню за батарейками, я сейчас приду. Добрый день, чем могу помочь? Do you speak English? Да. О, отлично. У вас есть батарейка? Простите? Ну, мне нужны батарейки для камеры. А, вам нужны батарейки? Yes, батарейка. Конечно. Ай, молодец. Вам какие нужны? О, эти. How much с меня? 50 евро. Сколько? Простите? Ну, это дорого. Пожалуйста, отдай за 45. Извините, я вас не понимаю. Ну, 45. Как 4, 1, 2, 3, 4, 5. Вы хотите сказать 45 евро? Yes, 44. Простите, у нас в магазине не торгуются. Что ты ломаешься? 44. Простите, не получится. Я турист. Отдай, пожалуйста, за 44, пожалуйста. Ну ладно, хорошо, берите за 45 евро. Спасибо тебе, моя красавица. Все, давай. Сеньор, ваша сдача 5 евро. Сдачу оставь себе, детка. Совсем с ума сошли эти китайцы. Так ты еще с ним в гостиницу собралась? Я вам сейчас покажу. Мистер Джанаев, добро пожаловать на тендерный процесс. Идите прямо вверх по лестнице. Большое спасибо. Thank you. Что? Ни в коем случае. Голденберг — главный председатель жюри. Смотри, скажи ему, чтобы он поторопился. Мы не можем начать без него. Спасибо большое. Грехем, Голденберг опаздывает. Я поднимаюсь наверх, чтобы разобраться. Простите, сеньор, сегодня отель закрыт. Идет международный строительный тендер. Вход строго по спискам. Ну, если честно, я вас не понимаю, ребят. Только вот ситуация такая, что буквально до меня девушка с парнем только что зашли, и мне надо сейчас с ними встретиться, если можно. Спасибо за понимание. Простите, сеньор, но если у вас в списке нет, к сожалению, вы не сможете пройти. Слушай, я реально так понял, что ты меня опять не хочешь пустить, но у меня ситуация такая. Я говорю, у меня девчонка зашла с кем-то, и мне надо поговорить. Ну, можно же понять, да?
Хорошо? Нет. Вы что, оборзели, что ли? Я сказал пройду, значит пройду. Ай-ай-ай! Отпустите! Что так нервничать? Отпустите! Нацисты! Стойте, стойте, стойте! Простите. Мне очень-очень жаль. Вышло маленькое недоразумение. Ну что ж, наконец все жюри в сборе. Мы начинаем презентацию по программе тендера. Сперва я хочу представить вам команду Соединенных Штатов Америки. We specialize in the manufacture of building materials from oceanic waste, which we extract and process. Я мистер Голденберг. Извините, но мистер Голденберг уже внутри. Это невозможно, потому что мистер Голденберг — это я. Извините. Следующая команда из Казахстана. Добрый день. Мы, команда из Казахстана, представляем строительную компанию G-Park. Assalamu alaikum, we are the team from Kazakhstan and we present the building company G-Park. Основная задача нашей компании – это строительство доступного жилья в больших городах и мегаполисах. Комфортное и хорошее жилье могут позволить себе только богачи. Простой народ вынужден брать ипотеки и выплачивать их всю жизнь. Мы строим из древнейшего стройматериала, и это кирпич. Практичный, проверенный и в жару, и в холод строительный материал. Я хотел бы выразить благодарность всем командам за их прекрасные презентации. Они сейчас оцениваются нашими уважаемыми жюри в соответствии с нашими критериями. Всем командам спасибо за выступление. Баллы поставлены. По итогам конкурса тендер покидают команды Японии, Австралии, России и Казахстана. Всем остальным командам, прошедших в полуфинал, желаю удачи. Всем спасибо. Всех членов жюри прошу пройти на ресепшн. Вот он, самозванец, который сидел в членах жюри вместо меня. Ержан? За ним! Ловите его! Задержите его! Ержан, это было гениально, я все снял! Это не мистер Голденберг. Я мистер Голденберг. Ладно, пойдем отсюда, Спилберг. Между прочим, в моем фильме актеры снимаются без дублеров. Прости, Самат. Из-за наших с Ираном отношений тебе бы не пришлось все это переживать. Если бы не его выходки, мы бы вряд ли вылетели из тендера. Этот тендер самый престижный в мире, но наш проект и без него будет успешным, я уверен. А Эржану я завидую. На такие безумные поступки способен человек, который сильно любит. Я бы тоже хотел кого-нибудь сильно полюбить, как Эржан. Слушай, мне кажется, без бороды сразу узнает, а? Да не узнает, ты совсем другой, чем тот, который был вчера. Слушай, а ну а если узнает? Ну, если узнает, у меня есть проверенный метод. Да знаю я твои проверенные методы. Не проканает такое. Да хорош, я так друзей в общагу проводил. Не бойся, пойдем. И это вся ваша проверка? Простите? Я говорю, это вся ваша вот хваленая проверка, да? Вдруг я какой-нибудь опасный террорист, а? Или я с собой водку сейчас в общагу проведу и там всех набухаю?
Я требую, чтобы меня проверили, как во всем цивилизованном мире. Я буду жаловаться, давай. Проверяй. О, вот это уже, да, вот это другое дело. Давай, проверяй, проверяй. Извините, сэр. Подождите, вы не прошли проверку. Вы меня услышали, сэр? Вернитесь на место. Остановитесь. Вот о чем я говорю вам, а. Эй, мистер, стойте! Я все вам Извините, прошу прощения. Спасибо, сэр. Казахсың ба? Я? Мен де қазақпын. Дос. Нелегально здесь. Ау? А, все, слушай, концертный зал где находится? Напротив ресторана. А, все, давай. Подожди, а ресторан где находится? Напротив концертного зала. Все, давай. Кстати, вот эту песню мой любимый пен спать. Давай, бро! Так шли минуты за минутой, день за днем в поисках Зарины. Ержану и Даулету никак не удавалось найти ее в этом огромном передвижном острове. Но они не отчаивались и продолжали поиски дальше. А вот и сам герой, отчаянный пират любви, который, не изменяя, изменил Зарине. Ну договариваешь через 2 часа. Ну где ты ходишь, а? И выключи эту долбаную камеру, а? Новости какие? Новости? Никаких. Я везде облазил, все посмотрел. Знаешь, мне кажется, она в Савоне. Да не в Савоне она, на лайнере здесь. Надо искать. Где мы еще не искали, а? Ты ее имя, фамилию знаешь? Ну, конечно, знаю. Ну все, надо найти ее в Инстаграме или в Фейсбуке, она же тёлка. В смысле тёлка? Ты за языком следи, а? Не, ну я имею в виду, наверняка она выкладывает фотки с лайнеров в Инстаграм, Фейсбук. Да она не пользуется социальными сетями. И не выкладывает свою личную жизнь на показ. Не выкладывает? Не, ну тогда она не тёлка. Извини меня. Имя, фамилия. Ну, конечно! Молодец! Просто смотрим список отдыхающих, по списку ищем Зарину и все. Все! Good morning, miss. Доброе утро. У нас для вас очень важная новость. Вчера мы обнаружили, что тот парень, ваш знакомый мистер Нелегал, который спрыгнул в океан, он сейчас находится здесь, на лайнере, и жив, здоров. Да, я знаю. Знаете? А откуда? Если вдруг он с вами выйдет на контакт, вы сообщите нам, хорошо? Хорошо, свяжемся. Тебе не надо было говорить про то, что мы еще вчера ночью об этом узнали. Теперь она точно думает, что мы 2 дебила. Вот дебилы, а что они сразу не сказали? Мы вам не сказали сразу, потому что подумали, что спугнем его. Ну, сами понимаете, оперативное мероприятие. Да-да, ничего страшного. Только не подумайте, что мы 2 дебила. Вот они дебилы. Ага. Ой, Габит звонит. Подожди, не бери, что мы ему скажем? Правду как есть. Ага, тебе легко, ты сестренка. В общем, ладно, я отвечаю. Привет, командировочные. Как дела? Чем порадуете? Привет, Габит. Добрый день. Я дверь открою, а ты скажи ему всю правду. Говори уже. Я не знаю, как тебе это сказать, но... Hello? Могу я передать этот конверт мисс Дауриновой? Не беспокойтесь, я ей передам. Мне очень жаль, Габит. Прости нас, но мы... Говори уже. Просто... Получили 10 баллов, прошли в полуфинал. Вы даете, а? Нервишки-то у меня не железные. Молодцы, поздравляю вас. Спасибо за положительный результат. Извините, к вам Нурлан Курманбекович подошел. А, понял. Так, ладно, я вам перезвоню, ладно? Чуть попозже, немножко не могу говорить. Мы прошли в полуфинал? Да. Ура!
Ромео, ты где? Че, список пассажиров достал? Ты, блин, с ума сошел, да? Я ж заикаться начну так. Ты, блин, где эту херню достал? Меня в этом костюме сто никто не узнает. Да тебя в этом костюме пристрелят, как дикое животное. Слушай, хватит умничать. Список, говорю, достал? Вот есть что-нибудь попятил мне сердце. Потом попьешь. Список достал? Репутация, местами даже жизнью рисковал ради него. А он разговаривает со мной, как будто я животное. На тебе твой список. Список пассажиров Коста Диадемы, между прочим, 5500 человек. Тебе надо больше читать. Почему это? А я всем своим знакомым советую читать. А если они уже читают, советую прекратить читать. Африка шоу. Зачем? Не знаю, но в 90% срабатывает. Африка шоу today. Come. Эй, мистер, у меня есть один вопрос к вам. Вы не видели этого человека на лайнере? А вот этого? Нет? Если вы увидите что-то подозрительное, то обязательно дайте нам знать. Спасибо, сэр. Приятно было поболтать. Взаимно. Хорошего вечера. Приятных Пока. снов. Входи, Самат, открыто. Спокойно. Зарина, спокойно говори. Это я держал. Нам нужно просто поговорить. Я сейчас тебя отпущу, но ты пообещаешь, что не будешь кричать, хорошо? Ержан? Ты что здесь делаешь? Тебе нельзя здесь находиться. То ты что, а? То есть, значит, сама-то можно, а мне нельзя, да? Так, все, уходи. Так, ну хорошо, давай не будем как маленькие дети. Спокойно, как взрослые люди, поговорим. Мне с тобой говорить не о чем. Либо ты сейчас уходишь, либо я буду кричать. Просто выслушай меня. Я тебя предупредила. Ну хорошо. Давай кричи, я никуда не уйду. Это был он. Ловите его. Спасибо, сэр. А вот и мой герой. О, судя по твоему лицу, твое свидание прошло как собрание? А я сегодня первый раз почувствовал, что я ее теряю. Да это она тебя теряет. Твой ролик уже набрал 2 миллиона. Походу, все кончено. Так, отставить панику, я не потерплю упаднических настроений на моем судне. Может быть, она действительно твое судно, но уж точно не мое. Мой друг опустил руки и сдался. Но он еще не знает, какая мощная идея пришла в светлую и талантливую голову его друга Даулета. Че ты там бубнишь постоянно? И выключи эту камеру, а? Вот это достало. Я в очередной раз спасу тебя. И как? Мы украдем ее! Это не похищение человека, это похищение невесты. Все казахи так делают, мы тоже так сделаем. В следующем же порту, как она сойдет на берег. Ты реально больной. Да? Добрый день. Мы прибыли в порт Барселона. Сегодня погода хорошая, солнечно. Температура воздуха 28 градусов выше нуля. Среди ее пассажиров, уходящих на экскурсию Все очень по просто. городу, нашла Они выходят из лайнера, ты вырубаешь Самата, я хватаю Зарину, и мы уезжаем в Казахстан. Че, все? Да? Вот это твой план? Ну да. Так, то есть я в центре Барселоны, среди огромной этой толпы туристов, должен вырубить этого Кинг-Конга, потом захватить Зарину, засунуть ее в машину и отсюда на этой машине из Барселоны ехать в Казахстан? Да? Ой, дурак. Ой, а ты у нас такой умный, да? Это что, они что ли? Без обид, но я пошел. Куда? Стоять уже. Теперь давай думай дальше, что будем Ты делать. вообще не разговариваешь? Разговариваю только я. Отель Сан-Себастьян, и побыстрее, мы опаздываем. Си!
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا هنا أكبر ناطحة سحاب. عندنا إن هي يعني تتنافس مع برج خليفة. Нам говорили, это недалеко от порта, а мы уже полчаса едем. Си, сеньора. Простите, мы скоро приедем на место. Нам говорили, что это недалеко от порта, а мы уже полчаса едем. Си! А это была команда из Китая. Большое спасибо за презентацию. Простите, но мне кажется, что мы выезжаем за черту города. Нам говорили, что пляж находится в центре города. Си, центро. Вы что, кроме «да» ничего не знаете? Си. Что это за звуки? Остановите машину. Тормози! Ержан? Багажник! И мы встречаем команду Соединенных Штатов Америки. Следующей готовится команда из Казахстана. Ты кроме Си ничего не знаешь, да? Ой, вы посмотрите на него. Сам всю дорогу геройски молчал, теперь мне что-то предъявляет. Я молчал, потому что не разговариваю на испанском. Я тоже не разговариваю. Но зато я умею импровизировать, в отличие от тебя. Слушай, и что ты мне врал вообще? Когда я тебе врал? Ты мне врал, ты сказал, что машину арендовал. Ну так я и арендовал ее. Арендовал машину с водителем в багажнике? Да я сам испугался, когда эти стуки услышал. Ты меня совсем за идиота принимаешь, да? Нет. Ой-ой-ой. Ладно, пойдем, нам еще до лайнера добираться. Ай, придурок. Как будем добираться? Как добираться? Ну ты же у нас испанский знаешь? Ну, чуть-чуть как бы знаю, но... Команда Казахстана, прошу вас на сцену. Казахстан, прошу подняться вас на сцену. Ну что же, раз уж нет команды из Казахстана, то мы будем подводить итоги нашего полуфинала. Спасибо за ваше время. I'm sorry for being late. Sorry for being late. Мы здесь. Извините за опоздание. Ну что же, типичная казахская традиция. Мы будем подводить итоги нашего полуфинала сразу после выступления компании G-Par из Казахстана. Thank you. Это надо было видеть, Габит. Я вас поздравляю с выходом в финал. Это большое достижение для нашей компании. Вы сегодня сделали то, к чему мы шли все эти годы. Остался лишь последний шаг — победить в финале. Молодцы. Спасибо. Нет уже других костюмов. Всю одежду я спалил. Сейчас вот этот женский идиотский костюм остался, все. Его спали, я даже не знаю уже, что было делать. Я нашел это. Я так и знал. Что ты знал? Что он менял одежду где-то здесь. Мы обязаны рассказать об этом капитану. Молодец, Копченый, соображаешь. Let's go. А что ты сказал? Русский комплимент. Ой, вот только этого мне теперь не хватало, а? Вот я говорил тебе, не ходи за мной, не ходи. Да при чем тут я вообще? Как при чем здесь? А при том, что через тебя могли вычислить, где я нахожусь. И где мне теперь прятаться? Ну, если хочешь, можешь у меня остаться. Я в двухместной каюте один живу. Двухместной? Да. Ты на одной спишь, а одна свободна и ничья, да? Да. И почему ты мне раньше об этом не говорил? Так ты не спрашивал. Ты вообще никогда у меня ничего не спрашивал. Ваша каюта, сэр. Здесь вам будет максимально комфортно. Мы вас заселили с вашим земляком из Казахстана. А случайно не этот земляк? No, сэр.
Ладно, спасибо. Спасибо. Вот вам, пожалуйста. Вот. Есть, вот еще. Спасибо. Thank you, sir. No, thank you. Добрый вечер, леди и джентльмен. Что желаете, изволите? Ух ты, вы говорите по-русски? Да, это русский ресторан лайнера. Здесь часто говорят по-русски. Понятно. А что у вас с рукой? С рукой? Ничего. Но зато у нас есть с курицей, с говядиной, с бараниной и со свининой. Ой, здравствуйте. Я извиняюсь, но мне не сказали, что тут семейная пара. Ну, мы не пара, мы только познакомились. Только познакомились и сразу в каюту, да? Ну, ей, то есть ему, то есть ей негде жить. Ну а что? В тесноте, да не в обиде. Ну что вы стоите там? Проходим, давайте, проходим. Давайте знакомиться. Айбек. Давлет. Очень приятно. Присаживайтесь, Давлет. Айбек. Даяна. Даяна. Да. Очень глубокомысленное имя, Даяна. Вот это я понимаю по-нашему, да? Прям чувствую себя как дома. И по этому поводу, друзья, у меня тост. Еще один. Да. Однажды. Так выпьем за однажды, друзья. Чтобы их у нас было не однажды, а как минимум дважды. Мальчики, давайте вы сами посидите, я глубоко не скажу. То и дело. Слышь, друг, ты это, не обижайся. Как бы первым с ней познакомился, привел в каюту, все такое. Но знаешь, она моя. И не лезь к ней, окей? И вообще, будь другом, сегодня погуляй где-нибудь там, побудь в другом месте. Ты знаешь, так, ты же понимаешь. Хорошо? Ну? Без проблем. Спасибо. Слышь, братан, браток, спой, пожалуйста, медленную композицию. Ну что, потанцевать с девушкой? Я вас не понял. Такой. Я не понимаю вас. Ну, понимаешь, что ли? Сейчас. Извините. Сейчас, подожди. Ну, такая медленная композиция. Окей. Медленная музыка? Slow motion, дорогой. Thank you, Все, понял, Спасибо, понял. родная. Thank you, yeah. Окей? Без проблем. Окей. Я сыграю для тебя и для тебя. Because I love you. Because I love you. Oh, to be my light, to be my guide. I got your letter from the postman the other day. So I decided to write the song. Just to let you know. Позвольте пригласить вас на белый танец. Я не умею танцевать. Могу научить. Давайте, да потанцуем, да. Пойдемте потанцуем. Because I love you, I'll be right by your side. To be a light, to be your guide. If you should feel that I don't really care, and that you're starting to lose ground, just let me reassure you that you can count on Прости, Самат, За что? за это. because I love you. Ой, черт, ой, прости. Ой, сам. Я не специально, я же это, рефлекс. Да, бывший спортсмен, ты понимаешь? Все хорошо. Какая
Какая женщина, Это было гениально, я все снял. Я все снял и выложил в YouTube. Что ты снял? Как я вот в платье с мужиком танцевал? Как я опозорился перед Зариной? Знаешь, Даулет? Ты самое тупое существо, которое когда-либо встречал в своей жизни. Ты просто напрасно живешь в этом мире. Все, что ты делаешь, говно. И все, что ты говоришь, это говно. И вот эти ролики, которые ты выкладываешь, это жизнь других людей. Кстати, это тоже говно. Ты настолько мерзкий и противен, что... Ержан, ты куда? If you could see me now, floating high above the ground, with no way back down, I'll stay with my head in the clouds, no worries about tomorrow. The sun or rain won't fade the glow, just fix my mind on you and all the things that you will know in time. Европа жігіттер қайда баратыр? Куда катятся парни Европы? Даже рядом стоять противно. Something that's different tonight, something that I want to try, though I can't wait for a while. Yeah, maybe you're the same. See you. Опа! Здравствуй, Ержан. А жаль, что ты не Дэн. The distance won't cause me no pain tonight. Добрый день. Мы прибыли в порт Пальма де Майорка. Сегодня погода хорошая, солнечная, температура воздуха 25 градусов выше нуля. К сведению пассажиров, уходящих на экскурсии по городу, наш лайнер отчаливает в 18:00. О, кого я вижу, а? О, Че, завтрак постель, да? А я думаю, вот это видео понравится Ержану. Ну же думаешь, что я неудачник? Я покажу, что я не неудачник. Hello, Mr. Здравствуйте, мистер Смит. Привет, Сэмми. Сегодня для нас не просто финал. К этому дню мы очень долго шли и не можем проиграть. Не подведи нас, Сэмми. На кону слишком много поставлено. Не переживайте, босс. Все идет по плану. Вот это бонус. Запомни, Сэмми. Никто, кроме нас, не будет строить этот мир. Только мы. Надо срочно рассказать это все Ержану. Слушай, скажи, а что там с конкурсом, объявили уже? Да. Там нужно будет показать театральную постановку или же интермедиа. Это еще зачем? Это нормально. Как раз таки не выигрывает та команда, у которой нет творческого взгляда. Придумали же. Ну, а мы выбрали классику. Ромео и Джульетта. Че ты так сияешь? Я тебя такой паси носил, когда ты в Ержана влюбилась. Ну, Капит, ну хватит. Нам пора, там все начинается. Давайте, ребят, ни пуха, ни пера вам. К черту. К черту? Почему к черту? А у нас так говорят. На удачу. Пойдем? Все, еще чувствую. Кто это тебе? Блин, это же мои новые носки. Видишь фотографию? Айбека отправили для того, чтобы меня он поймал серьезные люди.
Ты зачем порвал мое фото? Чтобы не нашли тебя. Я смотрю, ты не изменился. С ума сойти. Блин, я камеру забыл. Я сейчас. Так. Тихо, 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 тихо. Стой, 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 стой. Где Даяна? Даяна, знаете, она вот была здесь, а сейчас уже вообще не знаю. Не знаешь, да? Честно сказать. Ну хорошо. Стой. Так. Давно на нокауте не был. Значит, ты меня вот этим, да, отработал? Слушай, братан, извини, я к Артуру сам схожу, хорошо? И еще раз прости и еще раз пойми меня правильно, ладно? Так переживаю за наш номер. Так всегда бывает. А вообще лучше не смотреть выступления команд соперников. Ну как тебе, Ромео? Большое спасибо команде Китая за представленный спектакль. Ну что ж, а сейчас я хочу пригласить команду из Соединенных Штатов Америки. Зарина! Зарина, открой! Зря мы стучим, ее там нет. Почему ее нет? Она на тендере. Да ты что? А ты не мог об этом пораньше сказать? Ну и где? В каком ресторане? Ну в каком-то ресторане. В каком? Я не знаю в каком. Ну и что теперь делать? Я не знаю, честно. Смотри, это он! Вернись! Вернись, Джек! Джек! Вернись! Где же ты, душа моей любви? Появись скорее, с тобой придут ко мне мои мечты. Я это скажу, потом ты выходишь. А дальше все как по сценарию. Да все помню. Точно, да? Встречайте команду из Казахстана. Ну все, нас уже зовут. Давай, ни пух, ни пера. К черту. Ну где же ты, душа моей любви? Появись скорей, с тобой придут ко мне мечты мои. Ну где же ты, душа моей любви? Появись скорей, с тобой придут ко мне мечты мои. Ну где же ты, душа любви? С тобой придут мечты. Услышь меня, пусть ветер донесет мой голос до тебя. Появись же скорее предо мной. Ержан? Зарина, Ержан. прости меня, пожалуйста. Я опять все испортил. Да я всегда все порчу. Нет, я не оправдываюсь, пусть будет так, как ты думаешь, но... Зарина, я должен тебе сказать одну правду. Одну единственную и настоящую правду. Зарина, да, с тех пор, как мы расстались, мне нечем дышать. Я ничего не вижу вокруг. Я ни о чем не думаю, ни о ком не думаю, кроме как о тебе. Зарина, я просто элементарно сейчас ничего не чувствую. Я чувствую только вот эту щемящую боль в сердце. Зарина, да, это кулон моей мамы. И ты знаешь, что моей мамы уже давно нет. И что у нее уже никогда не будет дочери, которой по традиции должен передаться. Но я остался.
Но я, Зарина, хочу, чтобы этот кулон, Зарина, остался у той, которую я никогда не разлюблю. Я знаю, что у нас больше ничего не получится, но... Зарина, выполни мою одну просьбу. Пусть он всегда будет у тебя. Всегда. Про видео расскажи. Да, и посмотри вот это видео. Вот. Это видео! Видео! Сори. Запомни, Сэмми, никто, кроме нас, не будет строить этот мир. Только мы. Мое видео. Довольно, поехали. Сэр, вы под арестом. Все, что вы скажете, будет использовано против вас в суде. Все, что делается или не делается, все к лучшему. Мужики, вы меня забыли! Сейчас мы подошли к финальной части процесса. И пока жюри советуется и выносит решение, я попрошу выйти всех участников конкурса, пожалуйста, на сцену. Встречайте, многоуважаемый председатель жюри, мистер Голденберг. Было очень сложно выбрать победителя среди самых сильных команд. С огромным желанием рады представить вам победителей тендера команда Казахстана. Настало время вручить вам ваш приз. Ты уволен. Спасибо всем за участие. Разрешите нам вручить сертификат победителя команде Казахстан. Поздравляю. Итак, дамы и господа, Be my lover. La da da dee da, la da 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 dee da, la da dee da 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 da. Be my lover, wanna be my lover. Be my lover. Looking back on all the time we spent together, you ought to know by now if you wanna be my lover, wanna be my lover. Поздравляю тебя, брат. Теперь с твоим кирпичом буду даже в космосе строить. О, я надеюсь. Ты знаешь, брат, пора уже заканчивать с этим спектаклем с твоей супругой. Давай по этому вопросу отбой. Да и видно, что Ержан любит Зарину. Ну и славно. Ты знаешь, как-то уже перед супругой неудобно. Слушай, этот конверт с деньгами, ты что, мне за работу прислал, что ли? М? Тебе не стыдно, брат? О чем ты? Ну, конверт с деньгами, 10 тысяч долларов. Да ничего я тебе не отправлял. Неужели Ержан? Ты посмотри, какой принципиальный оказался. Достойный жених. Вот тебе загар, вот тебе бенч. Ну что, фраерок, опять проиграл. Сейчас давайте еще раз сыграем и сейчас отыграем. Сейчас Ты что, блудник, не понял? Просто так получилось, что я... Платить пора. Я друзьям сейчас позвоню. Они уже, наверное, едут. Я говорю, друзья, мы же едем. Ты че, сучок такой? Тупой. За базар отвечать надо. Я собираюсь. Мамочка! Помогите! Так, стоп! Какая мамочка, какой помогите? Ты же убийца! Слышь ты, Спилберг, ты давай себя Бекмамбетова не строй, хорошо? Ты вообще скажи спасибо, что я согласился сниматься в твоем, как ты сказал, первом в истории детективно, как ты сказал, мелодраматичном историческом хорроре. Так, все, 10 минут перерыв, все отдыхаем. Вообще-то, милый, главный на площадке режиссер, а актеры должны слушать его беспрекословно. Хорошо. Зариночка, ну какая ты умница, а? Кстати, мое предложение по поводу ассистента режиссера еще в силе. Да вот уже минут 15 наблюдаю. Просто соскучилась по своему любимому нелегальному пассажиру. Нелегальному пассажиру, да. Это, мне кажется, был самый незабываемый круиз вообще. Так, а теперь закрой глаза или повернись. А лучше и то, и другое.
Зарина, у меня сейчас репетиция. Делай, что ассистент режиссера говорит. Давай. Так, не подглядывай. Только можно чуть побыстрее, потому что Так. там все равно люди ждут. Ага. Все, тогда... Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear. Happy birthday to you. Ух ты! Спасибо! Спасибо большое. Давай, разрежем. Пойдемте. С днем рождения. Стой, подожди. Габит. Привет, Габит. Я пораньше ушла с работы, там кое-какие дела были. Вообще-то я не с тобой хотел поговорить. Дай-ка Иржану, пожалуйста. Ну ладно. На, возьми. Ассаламу алейкум. Желаю тебе здоровья и удачи в начинаниях. Хочу пожелать, чтобы ты получил от жизни по заслугам. Если Зарина стоит рядом с тобой, значит ты ее заслужил. Да, Зарина здесь тоже, С рядом. днем рождения. Спасибо большое. Если честно, так неожиданно, да? Я в смысле... Извините. О, Габике, ассаламу алейкум. Габике, все нормально, все хорошо? Вот, съемочный процесс почти закончился. Завтра крайний день отстреляем, и все нормально будет. Я что хотел спросить у вас насчет денег. Финансировать, вы же знаете, нельзя останавливать. Хватит, не нуди уже. Сейчас скажу бухгалтеру, все сделают. Все, давай, Габике. Как тебе мой сюрприз? Ну чё вы стоите, а? Возьми на руки ее. Слушай, ну может сейчас не будешь приставать, а? Ну покружитесь уже, давай. Я думаю, это отличный финал для фильма. Мы построим лучшее для всех. С нами придет успех, придет успех. Город для счастливых семей. Джипарк. Мы подарим счастье на века. Надежный наверняка, наверняка. Город для счастливых людей. Джипарк. Держи меня за руку, не отпускай. С тобой мы построим наш мир и наш рай. Мы вместе навек, навсегда. Мы Джипарк, Джипарк, Джипарк. Держи меня за руку, не отпускай. С тобой мы построим наш мир и наш рай. Мы вместе навек, навсегда. Мы Джипарк, 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 Джипарк. Доверяет будущее нам самый красивый наш Казахстан. Вместе мы идем за мечтой с тобой. Наша дружба будет крепка, станет фундаментом на века. Город для счастливых людей.